В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. В эти дни в Абхазии находится невролог, сомнолог, клинический нейропсихолог, кандидат медицинских наук Григорий Анисимов. У доктора большой опыт работы. Он создал междисциплинарный научно-практический центр по изучению когнитивных нарушений у детей и на этой основе продолжает перспективные научные исследования. В рамках своего пребывания в Абхазии Григорий Владимирович в Республиканском реабилитационном центре провел консультации для детей с различными заболеваниями, от аутизма до интеллектуальных нарушений и задержки речи. Врач общался с детишками и их родителями, высказывал свое компетентное мнение. Почему происходит задержка речи у детей? Нужно ли делать прививки младенцам? И что такое клиповое мышление? Григорий Анисимов ответил на эти вопросы для программы «Пациент». Детский невролог, сомнолог, клинический нейропсихолог, кандидат медицинских наук Григорий Анисимов является ассистентом кафедры неврологии Пермского государственного медицинского университета. Результаты его научно-исследовательской работы отмечены дипломом первой степени конкурса молодых ученых научной сессии Пермской государственной медицинской академии. В 2009 году Анисимов был удостоен именной стипендии президента Российской Федерации за научные достижения. В том же году он окончил аспирантуру Пермской медицинской академии по специальности «Медицина сна». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию «Прогнозирование исходов травматических внутричерепных гематом на нейрореанимационном этапе». Григорий Анисимов является автором более 50 опубликованных работ, в том числе 18 статей в центральных журналах, 2 патентов на изобретение и 4 методических пособий и рекомендаций. Сегодня он возглавляет первый медико-педагогический центр в Перми «Лингвабона». Григорий Владимирович, я знаю, что вы в Абхазии сейчас находитесь в отпуске. И тем не менее вас попросили проконсультировать детей. Вы согласились. Мне очень интересно узнать, почему. Работая с детьми, никогда не пройдешь рядом проблемы родителей, бабушек и дедушек, когда материнское сердце кровью обливается, о сложностях развития, и когда это еще все покрыто порой мраком непонимания, а что ждет впереди. Самое страшное для мамы, когда она не понимает, что с ребенком, что нас ждет впереди, это порождает тревогу, страх, отсутствие принятия проблемы своего собственного ребенка. И тогда вся семья уходит в депрессию, и жизнь кажется какой-то совершенно в черном цвете. Поэтому, если где-то мы находимся даже и на отдыхе врачи, то врач всегда остается врачом, есть наш долг. И если те наработки маленькие в виде наших книг, которые мы привезли, презентовали вашему министру и коллегам, наши наработки в виде научных исследований как-то помогут вам, то мы будем просто счастливы, потому что мы же здесь не живем, чтобы каждый день консультировать. Поэтому и согласился. Профессионализм и врачевание превыше всего. Поэтому спасибо, что коллеги откликнулись и дали возможность сегодня коллегиально вместе поработать и друг друга обогатить. Поэтому я же не один смотрел детей. И психологи, и логопеды, и дефектологи пришли, и неврологи пришли. И мы вместе обсуждали, что, в чем проблемка, как помочь ребенку, как нам организовать эту преемственность между специалистами и совершить главное – междисциплинарный подход, медико-педагогический подход, а в основу положить правильный диагноз. Потому что модно стало сейчас стимулировать, чего-то заниматься, какие-то препараты пить. А я всегда задаю вопрос, а с чем мы дело-то имеем? Поэтому мы сегодня говорили о диагностике. Сегодня проводили прием. Сколько детишек вы успели принять и вообще как работают, как вы оцениваете работу местных специалистов? Вы тут общались с врачами, с работниками реабилитационного центра. В каких условиях они работают? Понятно, что у нас за время наработок собственных нашему центру 16 лет, и, конечно, мы наработали определенные и практические, и научные, и есть кадры, которые специализируются в этой области. У нас есть свои наработки. Здесь я могу сказать одно, что сегодня пришли родители 13 детей. Разные проблемы.
от аутизма и интеллектуальных нарушений до задержек речи и вообще энуреза, и здоровый ребенок даже пришел с доброкачественным феноменом, и незнание опять порождало, мама переживала, что ребеночка там эпилепсия, а это он просто выражал свои эмоции, двигая ручками и своими мимикой и жестами показывал всю свою эмоциональную сферу при отсутствии пока физиологически в рамках возраста 1,5 лет отсутствия речи. Это нормально, когда ребеночек вот так вот делает эмоционально. То чем хороши специалисты? Тем, что они пытаются въедаться в проблему ребенка, думать, а что происходит. Применяют новые методы и показали, вот там им специалисты по ABA-терапии подкинули методику, здесь логопеды. Обсуждают, думают даже вот в этих предлагаемых обстоятельствах, когда нет единого целостного подхода, потому что логопед в одном месте, психолог в другом, реабилитолог в третьем месте, то они пытаются созваниваться, общаться и не проходить мимо проблемы ребенка. Это дорогого стоит. Думать в этих вот условиях и добиваться еще и результата. Это просто браво, и я преклоняюсь перед вашими специалистами и пожелаю им терпения и дальнейшего такого вот самоотверженного труда. А как мамы вели себя? Здесь тоже такой аспект, когда больше половины мам пришли уже с пониманием проблемы ребенка. И они, по сути дела, сами уже были диагностами. Мамино сердце никто не обманет. И это похвально. Но есть те случаи, когда мамы не признают проблему. Вот ты говоришь, то есть вы пришли к специалисту. Я могу только выразить точку зрения клиническую, диагноз, рассказать, почему произошло. То есть ответить на вопрос очень простой, что нарушено, как обойти это нарушение, как помочь. Хотя бы очень просто. Учить, воспитывать и лечить. Проговариваем воспитание, как правильно заниматься или что-то лечить, да? То не всегда мама слышит. Она считает, что вот нужно прийти к какому-то великолепному специалисту, у ребенка есть проблема, но я считаю, что она вот такова. И врача не слушает, не признает. Или же пытаются найти проблему, где ее нет. Например, заблуждаться в неправильных причинно-следственных связях. Например, ребенок родился уже с отклоняющимся развитием. Это произошло внутриутробно. Причины бывают внешние, генетические. А мама считает, что все из-за родов, неправильно роды приняли. Или мама считает, что, не знаю, там, вакцину поставили, и он из-за этого задержится. Совершенно не так. И вот эти заблуждения губят понимание родителям, а что происходит, как помочь, и теряют самое ценное в детской неврологии – время теряют. Вот эта проблемка есть. И вот с этими заблуждениями, так называемыми патологическими парадигмами приходится работать. Знаете, вот самая большая шутка у нас в медицине сна, что до сих пор из-за скрежета зубами ищут глистов, хотя во всей мировой литературе доказано, что глисты тут ни при чем. Вот примерно вот так происходит. Если говорить о детской неврологии, на что обращать внимание мамам? Что с ребенком что-то не так. Есть какие-то определенные симптомы, которые указывают, что что-то идет не так. Если говорить о проблеме, то, подходя к проблеме, мы должны набрать несколько симптомов, чтобы их уложить в синдром, а синдром уже говорит о каком-либо состоянии патологическом. Почему я об этом говорю? Вот сегодня я уже привел пример. Ребеночек видит бабушку или мультфильм, делает вот так вот ручкой, и мама чуть ли уже не заподозрила аутизм. Здоровый ребенок. То есть по одному только феномену того, что ребенок эмоционально ручками двигает или встал на носочки, нельзя ставить сразу диагнозу. И, к сожалению, порой специалисты так ошибаются. Тогда, если мы говорим об аутизме, я должен набрать. Первое – нарушение понимания речи. Социальное взаимодействие нарушено. Коммуникация, по-русски, общение. Ребенку неинтересно общение. Он вне смыслового поля. Ему человек и суть какого-либо предмета совершенно не важна. Это стереотипные движения, стереотипность поведения, нарушение сна. И вот когда мы наберем клинически, в динамике оценим, только тогда мы говорим о полноценном диагнозе. Поэтому прежде всего хочу сказать, что в детстве бывают доброкачественные феномены, бывают не только патологические, а возраст-зависимые. Например, с 4 до 9 лет очень часто дети шмыгают носом, моргают глазами и крутят волосы на голове, и так снимают внутреннее напряжение.
Понимаете? И так ребенок себя спасает от невроза. А родитель говорит, все, у нас тик, так не делай, не крути волосы, не моргай глазами. И что делает? Третий закон Ньютона включает: сила действия равна силе противодействия. Ребенок еще больше начинает моргать, крутить волосы. Незнание порождает такие вещи. А многие взрослые даже вспоминают, что в детстве моргали и так далее. Поэтому есть еще у нас доброкачественные феномены и возраст зависимые. Ну а когда же нужно бить в набат, бежать и говорить проблемы? Когда ребенок начинает поздно ходить. А это когда? 1,5 года ребенок еще не ходит, ходит только за ручку. Это проблема. Когда у ребенка не появляется вот того чуда, которое называется понимание речи. Как чудом мы иначе не назовем, мы до конца не знаем этих механизмов. В год-полтора спонтанный указательный жест. Родитель не понимает, мы не понимаем, как это происходит, и ребенок уже кошечка, собачка, мышка, глазки, ушки сам. Ведь любому родителю задаю вопрос. Вы сажали ребенка за парту и говорили: вот бабушка, вот там мама, папа, окно. Нет, ребенок что? Находясь в языковой среде, сам, называется имплицитное, внутреннее научение, сам учился указательный жест. И вот сегодня те, кто родители были у детей с грубыми задержками, был первый вопрос. А вы помните, когда указательный жест? Мама говорит: да вы что? Да вон только к 5 годам натренировали, наработали. А в бумагах порой стоит здоров. Указательный жест. Смотрите, когда родитель говорит: кто это? Где собачка, мама говорит? Покажи ушки, глазки, давай сорока-ворона, раз раньше учили. Вот это оптимально. Если нет, то надо идти к логопеду, к неврологу, смотреть. Это может быть нарушение слуха, недиагностированное. Это может быть задержка развития. Это может быть аутизм. Это может быть эпилептические нарушения. Дальше отсутствие фразовой речи после 3 лет. Если у ребенка только звукоподражание, если у ребенка нет глаголов, отдельные только обрывки существительные по слогам, и нет фразовой речи, это задержка моторной речи, надо идти к специалисту. Да, вы находитесь в билингвизме. Чем отличается ваша республика, что дети находятся в 2 языковых, и абхазский, и русский язык. Да, поэтому я говорю, можно до 3 лет подождать, но все. Все билингвизмом нельзя описать. Если после 3 лет ребенок не строит фраз ни на абхазском, ни на русском, надо идти к специалисту. Еще на что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на необоснованное поведение ребенка. Ребенок берет и изучает буквы английские, китайские иероглифы рисует, цифры рисует, не говорит, а в 3 года как-то знает почему-то английские буквы, цифры. Это и называется искаженное развитие. Мозг развивается неправильно, асинхронно, дисгармонично. На это тоже нужно обращать внимание. И сегодня вот был случай, когда ребенок зацикливается на цифрах 4 года и знает английские буквы, а речи нет. Зачем в 4 года ему цифры знать до 100, рисовать часы и зацикливаться? Это его тяготит, не дает развивать речь. Если ребенок играет не игрушками, не игровыми, например, там, кастрюлями, ходит с книжкой, ее листает постоянно, да, стереотипность поведения может настораживать. Нарушение сна, необоснованное пробуждение, храп. Вот еще одна проблема, с которой я столкнулся у вас при консультации детей. Недиагностированные нарушения дыхания во сне у детей. Когда дети запрокидывают голову, ворочаются, храпят, открыт рот, это говорит о том, что может быть аденоид, узкие носовые ходы. Ребенок испытывает хроническое кислородное голодание, что задерживает его в развитии, или недослышивает звуки на фоне аденоида, у него барабанная перепоночка вздавлена, и он поэтому неправильно дифференцирует звуки, а потом на русском как слышит, так и пишет. Потому что были хронические отиты, не диагностированные, без гноя, просто на фоне того, что барабанная перепонка запала. Поэтому обращайте внимание на дыхание детей ночью, как они дышат. Не храпит, не сопит, не ворочается там излишне ребенок. Ну вот, наверное, общие такие моменты. Ну и, конечно же, излишняя активность, эмоциональность ребенка, когда родители пытаются выставить рамки общественных норм и правил, этикета, а ребенок эти рамки расширяет. И к 5 годам уже у ребенка формируется произвольное внимание, когда он целенаправленно смотрит, его ничего не отвлекает, возникает самоконтроль эмоций. Если это не формируется, то это самая частая проблемка поведенческих нарушений в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Но здесь надо добавить щепотку еще и поведенческих нарушений. Очень часто
мы встречаемся с тем, что дома, когда большая семья, у вас это принято, да, то возникает неравноценное воспитание. Мама рамки восстанавливает, например, а бабуля говорит, да ладно, еще маленький, пусть бегает. И вот эта дилемма воспитания вызывает поведенческие реакции, когда ребенок вроде бы СДВГ, а он просто разбалован, бабуля зацеловала, перелюбила, и ребенок всех говорит, а не буду, не хочу, я привык, что бабуля мне разрешает. Вот эти вот непоследовательность поведения очень часто у вас прослеживается, и на то есть, видимо, ваши местные этнические особенности. Мы должны это брать поправку на это, что не везде СДВГ, а особенность воспитания может быть. Стоит ли детей ограничивать от гаджетов? Как вообще регулировать отношения детей с телефонами, с гаджетами? На какое время им давать совсем полный отказ, наверное, тоже нехорошо. Совершенно верно. Какие временные рамки должны быть? Здесь нужно сказать, опять же, о целостном подходе. В чем проблема гаджета с позиции офтальмолога? Эволюционно наше зрение приспособлено для чего? У древнего человека? Для охоты. А это зрение куда? Вдаль. А гаджет? И это нарушает рефракцию, аккомодацию и нарушает зрение. Поэтому офтальмологи говорят, что у дошкольника полчаса, час в день можно без проблем для зрения. Но кто полчаса? Кто час? Ну это же не так. Тогда мы с родителями говорим, не запрещаем. Не говорим, давайте дома будем только книги читать и ну погоди, да, а другие уже Майнкрафт изучают, верно? Почему? Мы лучше прививку от этого сделаем. Медленно дадим вакцину от излишней зависимости. Поэтому родитель договаривается, регламентирует время, а если договорились, ребенок не делает, 2-3 раза родитель сказал, руководит, отключает, потому что время пришло. То есть главное время регламентировать, полчаса, час и вознаграждать. Например, ребеночек по дому помог, сам что-то сделал, пошел поиграл, там, маме помог, папе помог. На, поиграй. Вознаграждение давай, пожалуйста. И тогда это прививка и от того, что он пойдет и где-то будет лгать маме, что он не играл, а у соседа интернет там взял и телефон взял, да. И тогда это расширяет лингвистическую сферу ребенка. Мы столкнулись с тем, что сегодня у детей формируется клиповое мышление. То есть нам раньше нужно было что? Пойти в библиотеку, 5-10 книг или статей посмотреть, чтобы дойти до нужной информации. Ты уже попутно еще много информации, еще что? Сопоставил, проанализировал. А сейчас Google, окей, Google и все. Клиповое мышление. И дети что не умеют? Думать, анализировать, сопоставлять. И вот тогда формируется клиповое мышление. Это сегодняшний термин. И вот чтобы не было этого клипового мышления, родители рассуждают, играют в настольные игры. И тогда ребенок меньше времени проводит. Иначе, когда он придет в школу, ему скажут, а здесь нет интернета и Wi-Fi, здесь нет гаджета, здесь нет планшета. Он скажет, и что, я не привык. И он начинает под парту прятаться, вставать и улюлюкать. А он не готов сидеть, он готов играть. А там при клиповом мышлении еще что важно? Быстрая смена сюжета. Там мелькает, все воздействует на зрительную, эмоциональную сферу. А здесь что нужно? Включать лобное дело, уметь терпеть, созидать, уметь достигать цели, быть сильным. Воля формируется тогда, когда дети идут, поиграют там с другими детьми, учатся волевым процессом. Поэтому договаривайтесь, ни в коем случае не запрещайте, лимитирует время, и дело пойдет, и вознаграждать. У нас в Абхазии такая проблема. Я не ошибусь, если я скажу, что у нас время делится до войны и после войны. Вот после войны очень много детей с задержкой речи. И немало детей с расстройством аутистического спектра. Некоторые родители это связывают с тем, что в этом виноваты прививки. Особенно эти настроения антипрививочные обострились после ковида, после пандемии. Можно сказать, что это прививки виноваты или же причина в чем-то другом? Однозначно нет. На сегодняшней мировой арене изучения проблемы аутизма во всем мире нет ни одного подтвержденного случая вакцин, ассоциированного аутизма. И во всех больших исследованиях, международных конференциях, когда мы еще встречались и до пандемии с учеными из различных уголков мира, то достоверно известно в метаанализах, а это большие многотысячные исследования когорты детей, ни одного случая нет.
Это произошло по причине временного фактора. Идет около года нагрузка вакцинации, и все аутистические регрессы, и все проблемы развития, они выкристаллизовываются, оголяются. Именно в год, в полтора, когда вот этот указательный жест не формируется, о чем мы говорили ранее. И это по времени просто совпадает. Только совпадение. Поэтому вакцинации бояться не нужно. Вакцинации спасают общество. Мы избавились от натуральной оспы в свое время, от дифтерии. А когда в 90-е перестали прививать от дифтерии, мы опять получили целый шлейф дифтерии и осложнений. Ну, простой пример. Звонит мама особого ребенка из другой республики. Говорит: Григорий Владимирович, вот у нас ребенок упал, рассек ногу, что нам делать? Ведь столбняк может быть. Я говорю: а чего ж вы не вакцинировались-то? И теперь приходится ставить срочно, потому что может быть столбняк. Поэтому на сегодняшний день особенно полемика была по поводу паротита, кори, краснухи. Это не доказанные аспекты, и вакцинироваться можно спокойно, безопасно, и это не приводит к аутизму. Аутизм на сегодняшнем этапе рассматривается как чаще всего генетическая болезнь развития, нарушение нейроразвития. Геном формирует сценарий развития ребеночка, и вот этот сценарий особый. И зачастую сейчас мы находим уже сотни, тысячи генов, описанные, приводящих к аутизму. Эта мутация не обязательно, она у данного ребеночка не обязательно, что у мамы или у папы что-то с генетикой. Называется мутация де ново. Или же внешние факторы, называется полимодальное воздействие, средовое воздействие на геном приводит к искаженному развитию ребенка. Но вакцины здесь ни при чем. Но об этом говорят иногда и сами же врачи. Но вы знаете, сейчас интернет полон любой информации, поэтому родители черпают, видимо, оттуда. И вот такие вот, ну как не поддаваться на вот такие вот мнения, не идти на поводу таких докторов? Для этого и нужны просветительские такие встречи, как вот ваша миссия, чтобы говорить об этом, просвещать. Мы немножечко в медицине и педагогике утратили то, что было достоянием советской медицины, замечательной профилактической медицины, просвещать. Просвещать и говорить. А в интернете вброс информации, ну вот как с вакцинацией. Взяли в ведущем журнале, не буду называть международным, опубликовали статью и не проверили. По поводу вакцин-ассоциированных вещей, это было где-то в году 2011 или 2010. Целый бум был против вакцин, но потом этот журнал опровержения не дал, только в научном сообществе было опровержение. А в интернете не опубликовали. И все, информация так и осталась. Не будем называть этого журнала. Пусть это будет на их совести. Но ведь это подлог, это только медийные вещи для того, чтобы рейтинги формировать. И плюсом это раздувается для того, что когда эту тему подняли, то начали на этом же ведь сразу и монетизировать. У детей вымывали ртуть, у детей в крови якобы находился стабилизатор вакцин, и он влиял на развитие. Ничего подобного. И мы знаем, даже из-за рубежа до пандемии приезжали специалисты и просто вот зарабатывали на проблеме родителей. И ничего, ребенок как оставался аутистом, так и был. Но родителям давали ложную надежду. Поэтому, чтобы не попасть в эту ситуацию, всегда родителям говорю: вот вам что-либо кто-то сказал или вы услышали, сходите к специалисту, к одному или ко второму, и послушайте, это называется альтернативное мнение. Сопоставьте, посмотрите отзывы о специалисте. И тогда у вас будет свое личное мнение, а не кем-то навязанным, в угоду, например, маркетинга. Знаете, было такое исследование, что от болезни Альцгеймера помогает красное сухое вино. Вскрылось. Испанские производители вина спонсировали эти исследования, чтобы продажи увеличивались. Вот здесь иногда то же самое происходит с аутизмом, когда просто над детьми совершают насилие медикаментозными или особыми способами коррекции, которые там даже не показаны. Но стоит дорого. И насколько опасно вот этот отказ от прививок? Опасно тем, что ребенок может заболеть столбняком, а ребеночек может упасть, и споры столбняка анаэробные находятся в земле, и ребенок столбняк.
Это может быть вспышки, или ребенок может заболеть полиомиелитом, то есть в садике полиомиелит поставили, и возникает у ребенка полиомиелит на фоне вакцинации других детей. Это прослойка неиммунизированных детей, что приведет к пандемии и вспышкам новых инфекций, которые десятилетиями избавлялось мировое сообщество. Как это с дифтерией сказал, с натуральной оспой произошло. Поэтому сегодня разрабатываются новые вакцины, которые опробируются прежде всего на моделях животных. И как не вспомнить здесь ваш центр Абхазии, вашим обезьянкам памятник недаром стоит. Они миллионы людям жизнь спасли, потому что они первые были моделями. Потом на моделях людей все это испытывается. И только тогда разрешается применение у детей или у взрослых. У взрослых. Поэтому, дорогие родители, я просто обращаюсь к вам, потому что без вас мы ничего не сделаем. Берегите своих детей, вакцинируйте, никого и ничего не бойтесь. Вы главный для своих детей. И их будущее будет зависеть от того, насколько у них иммунная система стабильна. Потому что у ребенка 3 системы главные: нервная, иммунная и эндокринная. А вакцинации – это всегда благо. А все остальное надо разбираться. Почему у ребенка нарушение развития. Григорий Владимирович, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое. Спасибо большое и будьте здоровы. За время своего пребывания в Абхазии Григорий Анисимов провел лекцию в Республиканской больнице для детских неврологов, реабилитологов и педиатров. Стоит отметить, что первый медико-педагогический центр «Лингва-Бона», который возглавляет Григорий Анисимов, создан как краевой специализированный научно-практический центр патологии речи и других высших психических функций с внедрением принципов комплексного многопрофильного подхода к диагностике, коррекции и лечению. У Анисимова большой опыт в работе с проблемными детьми, и для наших специалистов общение с ним – это возможность получить уникальные знания. Доктор Анисимов планирует приехать в Абхазию с подобными консультациями еще и осенью. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!